Так, вот зайдем. Так, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. С другого канала Ютуба я зашел. Вот продолжим вот как раз с самого такого нашего любимого контентика. Ну, больно не буду врубать, наверное. Что-то грузит тяжело здесь. Вот. Короче, исламская жизнь в сердце Испании. Это не Марокко, не Алжир и не Тунис. Это Испания, где каждое воскресенье в мечети Севильи проходят чтение Корана и лекции. Сегодня тоже где-то услышал от кого-то, что что-то там в Италии, что ли, или где-то там очень много, или в Испании очень много, короче, как сегодня я говорю, ну, вчера имеется в виду, много залетело, короче, снизу, то ли Африка, то ли откуда-то, очень много людей забежало, так сказать, недавно. И, короче, там полный кипиш, вот. Ну, если эту тему раздувать, я как-то когда-то уже об этом говорил, то, что там в Испании, ну, здесь понятно, идет чтение Корана, обучение, изучение, это нормально. Хоть, как говорится, может, какой-то толк будет у людей. Почему? Потому что здесь, так сказать, очень много людей, так сказать, вот здесь я даже заметил, в этой стране курят очень жестко. Очень много курят, очень много вот этих грязных вещей, так сказать. Оно и у нас есть, само собой, но здесь мне показалось, что пипец, как это безобразно это все происходит здесь. Я не знаю, то ли, не знаю, из-за того, что я не курил, никогда не курил, я не знаю, вот это дичь полнейшая. Здесь прям сплошь и рядом, и очень много этого. Очень много, блин. Ну, как ты, вот так я заметил, короче. И вот, понимая, что вот эта вся, так сказать, пантология, вот это все, вот это люди начинают говорить, что вот, блин, Англию засрали, там это, короче, везде мусульмане и так далее, и так далее. Нужно одну вещь, тут точку прямо поставить насчет этой темы, короче, когда идет речь о том, что мусульмане засрали или что-то в этом роде, людям, которые как бы против ислама и мусульман, нужно понимать одну вещь. Истинные, получается, те, которые верят, да, ведь, всякой вот этой херней не занимаются, грязными делами не занимаются. Занимаются только те, которые, как бы, знаете, вот лицемеры. Они как бы не отходят от ислама, но в то же время и не в исламе. Понимаете, они как бы не говорят, что там многобожьим там или там эти, блядь, корова поклонниками, они не становятся. Нет. Просто они уходят в харамные действия свои. Они ведут себя харамными, так сказать, ну, работами. К этой теме они идут. Харамом занимаются. И это, как говорится, почему происходит? Вот это самый интересный момент. Почему? Это, конечно, тоже просто я это как к месту этим сказал, да, то, что очень много заехало сейчас в Испанию, в Италию оттуда людей, и они сюда прутся. Вот сейчас эта вся саранча, грубо скажем, нападет сюда. Вот ну вот скоро поймете это. Почему? Потому что зима заканчивается. Это каждый год это происходит. Вы как бы не удивляетесь. Это каждый год происходит. Зима заканчивается. Там тоже как бы не зима, не зима. Там похрен зима, не зима. И в этот период начинается до хрена заездов. До хрена. Это такой промежуток, залетный промежуток, так сказать, зимнее-весеннее обострение. И будет тут эшелонами, так сказать, плыть и плыть, плыть и плыть, короче. И в Англию будет плыть, и сюда, и сюда. Вот так. Тут так. Как это можно закрыть, эту тему? Закрыть можно только одним способом. Опять-таки наша ушлепанская Россия. Почему? Почему я эту тему сейчас вспомнил? Услышал как раз-таки от человека, ну, нашего брата,
что Нигерия в Африке, представляете, да, Африка, Нигерия, пожаловалась, ну, так сказать, рассказали этому брату нашему, что туда пришли узкожопые. Потом он говорит, или я, говорит, перепутал, или Трамп, говорит, пришел. Вот что-то в этом роде. Бомбанул туда что-то. Ну, что-то произошло, короче, в сторону Нигерии. Получается, там какая-то дичевая ситуация. Потом я добавил, ну это понятно, если туда кто-то или американец, или узкожопый зашел, считайте, пизда всему. И я добавил, ну это же херня вагнеровцами происходит же уже, блядь, в Мали и Буркина-Фасо постоянно. Постоянно, вы видите, наверное, и эфиры там, и я так вживую разговаривал с малийцами во Франции. Там очень много вагнеровцев. И они радуются, они долбоебы. Люди радуются, что они им помогают. Но они не могут понять, что на самом деле они также пришли грабить их золото. Но их помощь для них отражается в другом понимании, что они думают, что русские их спасают от колонизации французов. Мали и Буркина-Фасо – это французская колония. В прошлом, да, примерно. Англия, Франция. И они думают, что они спасают от Франции. Само собой. Русня, когда пришла, они пытаются зажать французов, нахуй послать, грубо, и устаканиться, установиться там, блядь, как, так сказать, мафия вагнеровская, которая будет контролировать всю систему. Будут ставить, блядь, своего президента. Контроль жесткий. И теперь остается открытый вопрос насчет Европы. Почему так происходит? Этот тупизмский вопрос, я, иншаллах, если я попаду на интервью, подыму, если речь зайдет до этого, до этой глубины, я подыму этот вопрос. Я давно уже язык чешется у меня сказать, вот здесь тоже скажу еще раз, я раньше тоже говорил. Вопрос такой. Если вы, европейцы, американцы, будете дальше долбить эти гребаные страны нижнего, так сказать, континента юга, Африки и арабские страны, начиная из Маракешев этих, блядь, заканчивая там вниз, блядь, ЮАР, МУАР, туда, вниз. Вы, если дальше будете долбить, вся эта дичь будет плыть сюда к вам. Как можно от этого избавиться? Вот я как, блядь, по жизни, блядь, нахуй, человек в торговле, я эту систему прекрасно, так сказать, могу по рыночной системе обосновать. Как? Чтобы, так сказать, наплыв людей, или там, допустим, получается, наплыв, так сказать, рабочей силы туда-сюда не кантовался, это как по нашему примеру, это Россия относится всему, Азии относится к всему, все азиаты сюда прутся. Делать нужно так. Перестать долбить, блядь, войны создавать, блядь, в Африке. Перестать, блядь, херней страдать там внизу. Только после этого очистится вся Европа от этой всего, вот этого шушеры, который едет сюда. Когда вы организуете, блядь, это европейцы, в нашем понимании это уничтожит Москву, но здесь же уничтожение речи не идет, потому что мы не можем сказать, чтобы африканцы уничтожили какие-то там колонизованные свои колонизаторов. Да, потому что колонизации уже нету, блядь. У них нету. У нас только империя колонизации осталась. И вот получается, только тут нужно систему наладить по-другому. Допустим, убрать всю систему, верхушку тамошнюю, сменить власть там, внизу, организовать все, поток людей остановить, создать там все заводы, фабрики, блядь, все спустить вниз. Получается, вот сколько они здесь дотации и так далее, помощи они себе помогают этим нижним странам Африки или и так далее.
помочь им вниз организоваться и в этот же момент, чтобы дернули оттуда китайцы. Как вы прекрасно понимаете, об этом тоже я спрашиваю здесь у людей, у африканцев, заполонение Эфиопии, очень много сказали, и рядом возле эфиопов еще есть, забыл, Эритрия. Это Эритрия маленькая, но Эфиопия это писец, сказали. В Эфиопии кишит китайцами. И вот получается, раз смещение рынков и ломать Китай, и в то же время это будет помощь для уйгуров тоже, чтобы чем меньше, как говорится, будет, так сказать, тем, ну сказать, ломать Китай, как и Россию, как я и говорю, чем больше мы будем ломать Китай, тем меньше будет, блядь, от них вот этой хуйни, блядь, от китайцев. В итоге, что происходит? Китай уходит, блядь, в свою азиатскую систему, пусть ля-ля-ля, десна целует с Америкой, освобождается африканская зона, вся африканская зона освобождается от ебучего этого Китая, блядь, этих ебучих узкоглазых, скидываются нахрен все оковы от африканцев, что они зависят от них. Я ихнюю систему слышал еще в Норвегии, когда в 2017-2018 годах, когда мне вот эти эритрийцы рассказывали о том, что они используют нас, блядь, говорит, нахуй, в своих фабриках и всякой херне, и мы шьем им, блядь, день и ночь, говорит, за копейки, блядь, говорит. За копейки шьют. 2017-2018 года. Тогда разговор идет. Грубо говоря, 8 лет назад. И весь вот этот бизнес-план, который есть в Европе, перенести в Африку. Создать рабочие места в Африке на месте. Сплотить народ. Вернуть им, блядь, их состояние, достояние, как бы, величие, блядь, не чмурить их. Они тоже люди. Черный, белый, какая разница, блядь. И таким образом освободить здесь Европу. До минималки, максималки. Сколько вам угодно, столько оставить. Но не таким образом, блядь, сажать, как афганцев сажали из Германии и высылали самолетом, блядь, нахуй, в Афганистан. А их там потом всех, блядь, долбили, это режимы, блядь, всякие там, до талибанов, там еще кто-то были, ну, всякая хрень, шваль, всякая, сектанты, блядь. Их потом там ловили, блядь, потому что отсюда большинство, кто уходит от афганцев, оттуда бежали, это пуштуны и всякие вот эти, ну, так сказать, половина из них шииты. Их потом там мочат. Вот такая херня. И чтобы этого не происходило, нужно организовать, блядь, нижнюю сторону, освободить Европу максимально, оставить только тот контингент, который реально нужен. И потом пересмотреть европейский союзный вот этот ебучий беженский систему, чтобы брать сюда людей, которые хотят работать. Не так, что там высшее образование, только их будем набирать. Нет, нет, нет. Также принимать всех, но только отсеивать жестко по рабочей теме. Допустим, приезжают, они дают, короче, как будто бы как патент в России давали, вот, дают узбекам, сейчас теперь их тоже зажали, да? Здесь сделать как будто бы как патент, но только так. Приехал, допустим, беженство максимально уже как бы уменьшить, а организовать другую систему, типа рабочую систему. Приехали на работу. Все, отработали. Год, допустим, дается разрешение на год. Отработал, все, уехал. Строй свою страну. Вторая партия приехала. Отработал, уехал. Строй свою страну. Вот таким образом поменять систему и убрать эту ебучую беженскую систему. Вот только тогда будет меняться мир. Теперь, почему это нам нужно? Теперь также будет нахрен в России. Допустим, если эту систему, они бы сменили бы вот эту систему гребаную, допустим,
В Америке как? Мексика, Бразилия, вся вот эта вся нижняя шушера едет в Америку. Все, они заебались и теперь сейчас отправляют всех, да ведь? Но это неправильная отправка. Безразборная отправка называется это. Тупорылые, потому что американцы. Тут сделать, организовать именно правильную отправку, правильное выселение с будущим, так сказать, намерением, что, так сказать, не намерением, а уже сделать надо в Африке рабочие места с хорошей зарплатой. Именно таким образом, чтобы эта работа, если у них нету, вась-вась организоваться с Европой, допустим, перевести концерн, вот этот Mercedes, допустим, какой-то филиал в Африку, перевести туда, допустим, и создать там систему вот этой европейской системы. Работа, деньги, привилегии, вся хуйня, короче, вот эта вся система такая. Теперь, почему я это говорю? Сравнение с Россией. В России будет то же самое. Когда мы уничтожим Москву, все земли перейдут в наше управление. И каждая республика начнет жить по-свойски. У каждой республики будут свои договоренности с Европой, с Америкой, с другим миром, арабами, с узкоглазами, так, с той стороны, блядь, нахуй, Азии, здесь, блядь, с Бразилией, ну, кто-то, блядь, с Канадой. Договоренности будут у нас свои. И таким образом у нас будут открываться тоже такие же 50-50 заводы. Допустим, тот же Mercedes. Допустим, тот же наш французский Fiat или что-то в этом роде приедет, допустим, в Уфу или Татарстан. Таким образом, создать полномасштабную нахуй реконструкцию, блядь, всего этого ебучего мира. Полностью, блядь, разъебать эту всю старую ебучую систему бабайскую, блядь. Это, блядь, от Трампов, от Бабая все осталось, дичь эту сраную. Коммунякскую, блядь. Все, блядь, раздолбать. Не договаривал вот здесь, оказывается. Как раз в этот момент, когда эта вся Европа, Россия раздолбается, Китай останется тет-а-тет с Америкой. Как вот Трамп хочет же разъебать Китай. Ну, так сказать, блядь, унизить. Опустить. Так, напрямую, так сказать. Европа более толерантная, как мой друг любит говорить, блядь, толерантной Европе вы, говорит, живете, блядь. Вот толерантные европейцы, блядь, они пока больно не ссорятся с Китаем, потому что вся Германия зависит от Китая, блядь. Они охуели, если Китай остановит что-нибудь в Германию. И получается, Европа васится с Китаем, Америка тоже ебет их. Китай надо выебать, по идее, блядь, нам тоже это интересно, чтобы их дрючканули. И в итоге, получается, система меняется. Получается, вот эту полушарию нижнюю, получается, полностью пусть забирает Европа, мозга не ебет нахуй. Мы разделяемся, тоже начинаем дружить с Европой. Нам враги нахуй не нужны. Мы начинаем дружить, блядь, с арабами и так далее. И в этот момент как раз-таки разбушевавший, по их взглядам, блядь, Китай чуть-чуть сядет на жопу. И начнется правильные разговоры. В этот правильный разговор как раз-таки всунемся мы, чтобы вытащить уйгуров из этого всей кабалы, блядь, которые, вот только что вам читал я это, что происходит. Вот из этой кабалы вытащить уйгуров. Вытаскивание уйгуров будет происходить, я думаю, то же самое с войной. Просто так Китай не даст. Он будет кидать тапочками, нахуй, а мы им, блядь, будем кидать чем-нибудь, я не знаю, блядь, нахуй. Газом, блядь, сука, бензином. Не знаю, вот как-то так. Поэтому с Китаем нужно будет разговаривать очень жестко. И так, если так рассмотреть, Китай нам, если мы, допустим, да, вот Башкортостан, Татарстан, когда станет, так сказать, независимым, и мы, получается, объединимся с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, вот эти все, вот эта полоса, я вот почему я до моря хочу это все, вот карту я вам показал, до моря хочу взять эту всю систему
именно масштабировать, блядь, размер. Нам, да, по сути, этот и размер нахрен не нужен. Ну, так получается, нам надо выйти на море. Выход на море для нас, это как раз-таки колоссальная роль будет играть. Почему? Мы и налево, и направо сможем бороздить поля. И вверх, и вниз, так сказать, да ведь? Оно надо, нам нужно будет, блядь, отсюда слева доезжать, блядь, допустим, на карту если смотреть, блядь, налево, хоть направо едь, блядь, в Америку. Куда ближе, оттуда и рванем, блядь. Мне кажется, блядь, с Аляски ближе, мне кажется. Направо будем ездить, так сказать, блядь, плыть. И в этот момент как раз-таки это будет, так сказать, звоночком Китаю, блядь, что Тяньша, как это Тяньша, нет, Тайвань, блядь, нахуй, не хуй трогать. Тибет может тоже, так сказать, за свою территорию бороться, отделиться нахуй от этого ебучего Китая. И в итоге, получается, там хуйня какая-то останется. И в итоге после этого Китай заткнется раз и навсегда, когда у нас вот эта земля окажется под нашими руками. Башкортостан с Татарстаном, вот эта территория, совмещается с Казахстаном, прикиньте, да, блядь, такой гриб получается огромный, спускается в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, и мы закрываем с этим, так сказать, точку ставим с Афганистаном. Афганистан тоже мы под себя берем, Туркменистан еще дальше, все, ну как под себя, ну все дружеский коллектив будем, да? И вот эта вся вот эта вверх и низ, прикиньте, да, вот эта огромная вот эта стена, вот как раз вот разрез стен, видите, вот примерно вот это, да, полушарие будет все наше. Все наше будет. По бокам будет, короче, марийцы, с правой стороны буряты будут, Саха, тоже свои будут, Тюмень, все наше будет, все под нами будет все это дело. И тут Китай захочет взять, само собой, блядь, Монголию всю схавать, чтобы пройти в сторону России. Ну вот как раз-таки вот хуй-то там, вот эти, если страны мы, татаро-башкиры, объединимся с казахами и с другими, мы как раз-таки раздолбаем высокомерие Китая. Высокомерие Китая, которое, ну сказать, ушлость, ихняя ушлость уже превосходит все уже планки, блядь, перешла. И вот этот момент только мы смогли бы сделать, знаете, как, так сказать, ультиматумом, вот этот момент этой земли, огромной земли, ультиматумом Европе и Америке. И вот этот только момент Европа и Америка считаться начнет уже с нами. Тут уже концентрация турков и азеров есть там или нет, уже нахуй нам не интересно будет. Были они или есть, уже нам похуй. Как-то так оно будет отражаться в нашей вот этой системе идеологии, вот это, то, что я вам пытаюсь донести. Они будут, ну, тоже будут, ну, салям, халляр, ну, нормально. Вот шлайгана, блядь, нахуй. Салям, вассалям, нахуй. Вот как-то так, блядь, коротко и ясно. Давай, надо, бери, не надо, иди нахуй. Вот как-то так. Потому что они, по сути, нам не интересны, нахуй, блядь. Базара нет, блядь. Было бы так, прикиньте, блядь. Может, сейчас будет звучать высокомерно, блядь. Допустим, в Башкортостане не было бы газа, или там бензина, или ничего не было бы, допустим, блядь. Вот ничего нету, нахуй. Вот пиздец, ничего нету, допустим. Блядь. Нам легче договориться с Казахстаном. Зачем нам Турция? Понимаете, да, смысл какой, логика в чем? Нам все равно оно не нужно будет, блядь. Понимаете, оно нахрен нам все равно не нужно будет, прикиньте, блядь. Допустим, в Татарстане тоже ничего не будет. Возле Татарстана есть Мариэль, Чувашия. Нам хватит этого, понимаете? Вот как-то так мы должны размышлять, блядь. Поэтому не надо, ты, как у нас говорят, носом не дорос, как-то выражение, да? Еще чем-то не дойдешь, блядь. Или умом не дойдешь, блядь. Носом не дорос, умом не дойдешь. Типа того, блядь. Нахуй тянуться куда-то, если есть все рядом. Зачем нам нахуй? Понимаете, если мы эту движуху примерно, даже если даже захотели бы сделать, от этого нету толку. Ни жарко, ни холодно. Это то же самое, что Трамп, только что недавно, да, читал я вам дичь какую-то. Трамп хочет Индии продавать
этот, какой-то, блядь, сука, вот это, как нефть, блядь, этих, блядь, Мадуры, блядь, нефть Мадуры, блядь, Венесуэлы, блядь, в Индию, блядь, ну это же идиотизм, блядь. Даже уйдет этот черт, блядь, индийский, блядь, придет другой, блядь. Рано или поздно у них тоже смена будет, блядь. Считаю, и в Индии мусульмане есть. Им тоже надо помогать. Их тоже прессуют жестко, блядь. И получается, Индия скажет, блядь, да ладно нахуй, я буду покупать у них, блядь. Нахрен вы мне сдались, блядь, своим сланцевым тяжелым нефтью, блядь. Черти откуда, блядь, из Венесуэлы, блядь. Ну же тоже глупо, блядь, везти оттуда сюда, блядь. Тоже тупо, нахуй. Вот получается вот как-то так. Расклад как-то вот такой. Поэтому увеличение нашей Земли способствует, блядь, баданию с другими землями. Вот такой маленький пиздюляторский Москва уже не сможет ни с кем бодаться. Поймите, Москва вот такая не сможет уже ничего делать. В итоге, что происходит? Москва становится сама дотационной. Мы, наверное, даже будем им хлеб возить, блядь, чтобы с голода не сдохли. Мне кажется, так будет, блядь. Мясо, все будем возить им, блядь. Но только за денежки. Работать будет как ишаки, нахуй, блядь, будете хавать. Не будете работать, не будете хавать. Просто так же не будем давать. Вы же нас 500 лет не просто так ебете, блядь, за наши, как говорится, внутренние, блядь, продукты. Бензин, нефть и так далее, блядь. Вся хрень наша же, блядь. Поэтому на днях я задавал вопрос, я куда-то закидывал, ну уж примерно буду вспоминать. Сургут, Сургут, там, Башкортостан, Ямал-Ненецк. Вот в этих местах газ, нефть оказывается. Короче, все это на наших землях, прикиньте. Вот я читал или нет, я не знаю, но это все на наших землях. Получается, блядь, в Москве ничего нету. Вот прям, блядь, GPT это дал мне ответ этот. На каких землях я задал его, он сказал, блядь, на этих землях. И вот и думайте после этого, на каких землях, получается, это все есть. В Москве ничего нету. Даже он не написал, в Москве только торф. Он так не написал, ну, наверное, даже GPT не долбоеб. Пишет, блядь, как есть. И поэтому, как бы, в тех краях, где я озвучил примерно, Ямал-Ненецк, ТТТ, МТТ, короче, вот в этих землях есть газ и нефть. Вот газ и нефть. Получается, эти земли, само собой, будут, получается, без русского мира. Там будут те нации, которые там и будут жить. Ямал-Ненецк. Ненецк. Ямал-Ненецк. Ненецию, которую я вам говорю, заберем вот возле Новой Земли, возле моря. Ненецк это. Вот она как раз будет внутри Башкортостана. Пусть она будет Ненецкая республика, базара нет. Но внутри Башкортостана будет. Под двумя государствами они будут. Под двумя защитами. Пусть у них армия будет. Пусть свой паспорт будет. Свой язык будет. Все внутри. Но, вон как, щебердап кеткен, блядь. Тыгы. Мелкий, блядь. Южная Америка. Там же до хрена Чили. Прикиньте, Чили. Маленький Чили так стоит там скукоженный, блядь. Там Тахиры, Сальвадор, Мальвадор. Да хрена, чего только нету. Ненеция не сдохнет. Зато без Москвы. Поэтому каждому манкурту еще раз призываю, каждому манкурту еще раз вот напоминаю вам. Вам время очухаться. Пока мы говорим, пока у нас нет оружия, пока нет у нас плацдарма, вам время очухаться. Это вам конкретно мы даем, так сказать, ультимативное, блядь, вам предъява, чтобы вы очухались за это время, пока мы, так сказать, не начали какие-то вооруженные действия. Потому что если мы начнем, вам тяжело будет уже, так сказать, блядь, лямку тянуть. Понимаете, вы как бы уже заебетесь отмазываться. Потому что я уже 3 года говорю, а Кашапов 30 лет вам долбит об этом, блядь. Если даже он херовый Кашапов, но он вам 30 лет доносит вам татарам, что вы долбоебы, блядь. Прислушиваться надо, блядь, Кашапову хотя бы. Хер с ним, я молодой, но он-то, блядь. Вдруг он скоро сдохнет, блядь. А кто его дело вести будет? Вот подобие нас будет вести дело, блядь.
Но только в своем ажуре, блядь. В своем ажуре мы вам наносить будем, не как он, блядь. Я только буду доносить вам всегда в руки взять оружие. Все. Без оружия нахуй нам туда идти. Вообще смысла нет без оружия ходить, блядь. Шунага туганнар за землю надо бороться. Вот за землю, блядь. Почему всю жизнь, блядь, люди боролись? Потому что просто так без крова земля не получается. Не дается, блядь. Не просто не дается. Как-то так. Адхам Вали, да, салям. Так, 52 человека. Благодарю, ТикТок. В YouTube этот новый канал, вообще никого нету, если честно сказать. Можете, этот, если кому не трудно, подписаться. Куштау. Да, нет, не Куштау, это Куандык. Куандык 2025 называется канал в YouTube. Если не жалко, лайк, подписка. Ничего не уйдет от вас от этого. У меня все равно канал не монетизируется. Мне не интересно это. Главное, чтобы мои слова доходили внутрь России. Мне все это неинтересно. Монетизация, мне до лампочки вообще. Главное, чтобы, знаете, вот в подписчики мне попадали те люди, которые реально хотят независимости. Вот это интересно. Все для своего народа, хватит прихлебателей. Вот я говорю, блядь, прихлебатели они заебали уже везде, блядь. Москва, Москва должна понять одну вещь, что, ну, как сказать, блядь, если они хотят сохранить свою вот эту русскость, узкость, это тупую, блядь, нацию какую-то, блядь, непонятно откуда, придуманную, блядь, из говна и палок, блядь, созданная, вы должны понимать, что вы для себя, так сказать, блядь, должны организовать, так сказать, блядь, как все уже об этом говорят 1000 раз, страну, это понятно. Организовать какое-то вот место, да, ведь место, чтобы вы уже там заткнулись, блядь. Вот устаканиться вам надо уже, все, уже захват, перехват, вот как у сейчас последний ваш кряк, нахуй, это я считаю с этим кряком, нахуй, Украина. Дальше у вас уже нихуя не будет, блядь. Вот дальше уже все, у вас будет уже все, пизда вам, на самом деле. Дальше вы куда-то, если даже рыпанетесь, даже вдруг, блядь, по словам, блядь, если брать Соловьева и так далее, в Казахстан, я считаю, блядь, вот почему я хочу, блядь, выйти вот на эфир, у кого есть огромное количество людей, вот почему я хочу сделать эфир, блядь. В эфирах люди, я сколько до хрена людей слушаю в эфирах, они не говорят же вот подобие моих слов, блядь, напрямую. Они вот это вот все фильтруют, красиво преподносят. Так нельзя разговаривать. А с быдло населением разговаривать надо, как они же, по-быдлячески. Я сказал бы так. Если у меня был бы какой-то популярный, допустим, канал, я конкретно сказал бы таким образом. Если вдруг узкожопая мразь с Москвы захочет поднять Башкортостан с Татарстаном против казахов, да похуй еще против кого, блядь, там опять куда-нибудь вляпаются в Грузию или еще куда-нибудь в Армению зайдут, допустим, еще куда-то. Я на том канале, так сказать, блядь, я не знаю, блядь, хоть на канал, мировой канал я вышел бы. Похуй, блядь, в ООН выступил бы, блядь. Сказал бы так. Башкорт, блядь, татарға подготовиться. Как получите оружие? Как получите оружие? Развернуться на 360 градусов и олға. Мәскеуні сігірге. Қолыңызға құрал ілекке шүк, Мәскеуні сігірге. И всем, которые топят, блядь, за независимость, здесь вот Габбасову, мне, Айсину, тоже собраться срочным образом, вернуться и идти на Москву.
Только таким образом. Вот только таким образом мы сможем это сделать. Разворот должен быть, блядь, за 6 секунд, грубо говоря, блядь. 6 секунд на раздумье, грубо говоря, да, такое выражение, 6 секунд, да? Ну, 6 секунд, блядь, чтобы вы отчехлились и поняли, что получаете оружие, не в Казахстан едете, а едете в Москву. И это касается каждого башкорта и татара. Вот мен сізге айттым дейік. Я вам дал предупредительный, блядь, знак. Если вы этого не поймете, значит, получается, мы будем ебашить вас всех. Когда я говорю мы, вы поймите, блядь, я не один. Нас, те, которые сидят тихо на жопе, да хуя в Башкортостане, в Татарстане. Просто, так сказать, они, я так понимаю, в эфирах выскакивают иногда у меня тоже, но не все эфирные люди. Как бы, да, ведь они не могут сидеть там, меня по 5-10 часов сидеть, слушать, блядь, вот, понимаете? И я считаю, что они будут готовы к тому моменту, когда мы будем готовы. Вот мы, если скажем, как говорится, мы готовы, алга, и все, пошли. Вот как-то вот так. Поэтому Башкортостана и Татарстана, она так, знаете, вот ждет своего часа пика, можно так сказать, блин. А она ждет того момента, когда придут, так сказать, подобие нас люди, скажут алга. Вот примерно так. Вы как бы, наверное, думаете, что они не встанут и так далее. Нет, встанут. Я лично уверен, если я вступлю в башкортостанскую землю и скажу всем одним словом, что мы идем на Москву, там, наверное, может 1-2% только, блядь, куда-нибудь в пугоряб всего засунутся, в этот погреб, блядь, в свой, спрячется, блядь, может 1-2%, а другие, я уверен, пойдут с нами. Уверен, пойдут, блядь. Разъебывать Москву, уверен, пойдут, блядь. Почему? Потому что именно внутреннее тет-а-тет общение, оно дает очень многое. Очень многое. Допустим, просто даже зайти сказать на своем языке, допустим, башкорт тілінде, татар тілінде, мен башкортша білмеймін, допустим, я могу на татарском это сказать, что туғанлар, уақыт жетті, Мәскеуні доңғайтырға, сігірге, и все. Понимаете, это уже, я считаю, что нашему народу хватит. Во время Салавата Юлаева я считаю, что было то же самое. Потому что слово Салават Юлаева, оно было для всех, как бы, знаете, верой. Не это, что типа сказал, сделал. Нет. А верой к тому, что они будут свободны. И наш девиз тоже, когда мы говорим алга и, само собой, свобода и так далее, біздің де сөздеріміз именно шул нәрсәні, так сказать, шығарайын, ну, типа, исполняет, да, так сказать, вот эту систему, и мы исполняем. Просто в каком понимании исполняем? В таком, что мы за рубежом кажемся как маленькие такие, блядь, букашки, блядь. Понимаете? А зайдя внутрь, мы, иншаллах, окрылимся. Қанаттанабыз. Чүнки ішкәріде теге халық, он, знаете, вот ждет своего, можно сказать, лидеров. Одного лидера нельзя сказать. Лидеров. Ждет своих лидеров внутри. И в Чечне, и в Дагестане, и в Башкортостане, и в Татарстане. Но в тех регионах соседских чуваши, марийцы этого не понимают пока. Им гарантии нет. Я им не могу 100% дать гарантии. Почему? Потому что они крестоносцы. У крестоносцев чуть-чуть голова не так работает. Даже у бурятов, у якутов, этих саха тоже так же будет. У Алтая тоже бзик полный будет, пиздецовский. С ними тяжело будет это объяснить. Поэтому мы должны показать пример. Мусульмане должны показать пример. И я уверен, что мусульмане только могут поднять свой народ ради Аллаха.
И я уверен, что каждый башкирт и татар встанет вместе с нами. Потому что если они, получается, внутри даже какую-то фигню выкинут, допустим, когда мы зайдем, да, уже мы, вот отряд зашел, допустим, 50 тысяч человек, блядь, мы зашли, и они какой-то выкидон там кидают, скажут, yo'q, men bormayim, ketmayim, yo'q, siz toshboshmini, deb boshlasalar, bosh narsaga boshlasalar, biz aytirgan можем конкретно, что bormay turgan bo'lsang, я уже когда-то выражался об этом, bormay turgan bo'lsang, bizga mешать etma. Mешать etma bizga, все, qisilma. Бар, ishingni ishla, uyingda bo'lish, блядь, иди вон, otangni qara, molingni qara, блядь, shunda сырыңны сау, блядь, мысыкма bizga. Все, без кетtik, короче. И все, ушли. И в этот же момент, как я всегда и говорю, блин, это ополчение, когда мы как ополчение идем, мы же, само собой, освободим все тюрьмы, понимаете? И весь тюремный контингент, вы сами понимаете, блин, даже и узкожопые, они пойдут с нами. Они принципиально пойдут с нами. Аламını olish uchun. Каст, ну, как бы, месть. За месть свою они пойдут. За что они сидят, у них накипело. Вот за это они пойдут. Вот за это их мы и возьмем туда. Да, базара нет, там будут какие-то корявые, там явно уж будет там тоже трусы, имейте в виду. Вы не думайте, что все там, блядь, герои сидят там, блядь. Нет, там тоже будут трусы, блядь, которые нахрен скажут, бля, я не пойду, ты чё, дурак, туда-сюда. Вот эта тема будет точно, блядь, сори. Эта тема будет точно, что там тоже будут свои мандалошки, так сказать, блядь, которые мозги будут делать, блядь. Но мы их оставим тоже. Пока пусть сидят в камере, потом разберемся. Пусть сидят там. Само собой, маньяков, я думаю, брать не будем. Чикатил всяких, блядь, маньяков брать не будем, точно, блядь, нахуй, потому что нахуй они нам нужны там, блядь. Чисто можно брать как кого, блядь. Те, которых, блядь, готовы отомстить за наших предков. Башкирт, татар, mana shunday xalqni gana olirga максимально olirga kerak. Ну, ішінде урслар да болырға, может, блядь, против Путина, которые подобие навальнистов, блядь. И их тоже взять можно будет. Но смысл этого движения должно образоваться не внутри, понимаете? Вот в чем наш минус. Biz onu tashqarida ishlarga tejibmiz, блядь. Tishda ishlarga kerak uni, mana ichkarida tugul, tishda, блядь. Tishda ishlasak, mana mында hozir onu выполнить нужно bu ушул qo'yilgan, блядь, darajaga borib jetirga kerak. Ушул darajani ishlagachgina мы сможем, блядь, уже иметь голос. Где-то орут люди, блядь. Не спят люди, что ли? Поэтому... Со второго этажа слышно. Поэтому, туганлар, бізге объединение нужно такое, что оно должно, ну, так сказать, блядь, отражать нашу вот эту нарушность, ташқарадағы, мына тыштағы, блядь, әйберні, ішкәріге должно отражать. Но наши выходки ни хрена ничего не отражают, блядь. Рак, лебедь, щука, в данный момент я это вижу, блядь. Меня вот этот Габасов накаляет, блядь, Айсины, блядь, они не, так сказать, не того поля ягоды, блядь. Нужны не балаболы, а рукастые люди, которые, блядь, готовы воевать. А которые не хотят воевать, балаболы, так сказать, блядь, в виде них, они должны, так сказать, блядь, хотя бы призывать людей к этому. Правильным образом, блядь. Как? Кулга, құрал алдырыға індерге тиішлер. Сіз індемәсәгіз, індеп халықны шақырмасағыз, блядь, толық юк. Мына сізнің дәрәжеге жетіп, и сізден, блядь, мына кішіге құрал қолына бермәсәгіз, ну толық юк сізден, блядь. Понимаете, вот, теге әленде қияғазылар yazып, листовкалар yazып, онда ябыштерге, онардан да толық юк. Сіз оңнарға тиішсіз, блядь, только хазырғы дүнияны құрал реті. Почему я всегда представляю пример, вот до этого говорил Иран и этого Аль-Шара.
В Иране что, замычковали 60 тысяч человек, да ведь? Потому что кинули их американцы. А Аль-Шара понял эту фишку, что их тоже американцы подъебут, не стал ни на кого надеяться. Аллаға тәвәккәл қылған ол, это явно қылған ол тәвәккәл Аллаға. Аллаға тәвәккәл қылып, мына шул юлға барып тұрып, Асадны сігіп шығарды. Почему так? Потому что оны қалбінде, бүтін жерінде Аллах Тааля. Он сломал свое лицемерие. Почему я скажу лицемерие? Потому что он же был вначале в секте. Получается, он же через секту, получается, ИГИЛ, вот это все, через эту группировку прошел. Получается, он тоже в один момент был манкуртом своего народа. И он переборол свой вот этот дебилизм, своего, так сказать, организма. Переборов, это я так уж визуально я его рассказываю, уж я с ним не общался, я вам просто, имеется в виду, свои мысли доношу. Переборол свои мысли, такие, блядь, ну, так сказать, блядь, манкуртские. Все. Сломал свою стратегию, сломал свой «я». Вот это свое «я» тоже мешает нам всем, блядь. Я, блядь. Вот это мешает тоже. Это гордыня, это эго твое, блядь, навс. Все, сындырып өзіні, дәулетім деп yolға шықты ол. Дәулетім деп шықты ол, блядь. Бізге шул дәулетім, менің жерім керек деп бізге шығарға керек. Менің дәулетім үшін мен, блядь, барам мында. Не мен, принцип, знаете, как зло, которое существует в Москве, оно такое, уничтожить нас. Но наше зло должно быть не таким. Не уничтожить, блядь, нахрен весь узкий мир, блядь, а именно забрать свои земли. Месть должна быть у нас вот такая интерпретация. Забрать свои земли, так сказать, блядь, убрав с пути Москву. Как оно будет, блядь, как мой канал «Уничтожить Москву» называться, или как хотите называть его, ну, суть убрать Москву хоть как, но ради своей земли. Цель – наша земля. Не то, что там мы 500 лет рабы, блядь, это понятно, блядь, мы рабы, понятно, но цель, как всегда я напоминаю, большая цель, блядь, это не деньги, блядь, ничего, земля. Земля. Приведу такой тупой аналог к этому, блядь, пример. Раньше почему все земли захватывали, блядь? Вот эти Тимурланы, Чингисханы долбили, захватывали. Чего они захватывали? Хз, да? Они же ведь не знали, что на этой земле есть что-то, блядь. Они же не знали. Откуда они могут знать, блядь? У них не были, блядь, сука, раскопок, блядь, то, все, нефть, они не знали даже, что это такое, блядь. У них не было еще бурения, блядь. Они не могли бурить, блядь, по 100 метров вниз, блядь, забивать, блядь, трубу, нахуй, в газ, блядь. Они не знали это, они знали, что такое газ, блядь. Исходя от этого, что они делали? Логика тут логична, блядь. Земля. Им, блядь, земли нужны были, блядь, только. Огромная земля с людьми. Для них это было богатство. Это же как бы странная логика, да? Ну, тупо как-то звучит, блядь. Ну, так и получается. А получается, значит, они, блядь, умнее нас, получается, блядь. Прикиньте, если так подумать. Вроде выглядит тупо, блядь, нахуй тупо, блядь, как это пустая земля, блядь, да? Нихуя. У них мысли были такие, блядь. Чем больше земли, тем они богаче. А мы просрали это богатство, блядь. Мы просто тупо, блядь, нахуй сказали, все. Оттырдық, блядь, нахуй, бүтін нәрсені Мәскеуге береміз, тапсырамыз, ярар, все, сен сау, блядь, нахуй. Но это же так не делается. Это они так сделали в прошлом, ну, 500 лет назад. Понятно, они воевали, и все-таки их предали. Допустим, Казань пала, туда-сюда. И поэтому я считаю, что вот эта логика, блядь, богатства,
оно должно у нас сосредоточено в земле быть. Порой я ловлю эти отголоски у казахов. Вот, допустим, казахи хотят вернуть какие-то земли, которые остались в России. Понимаете? Понятно, под этим подразумевать мы можем, там, эти если земли они возьмут под себя, там, понятно, может, какие-то там недры там есть внутри. Хз, что там есть, мы же не знаем, блядь, что там есть, блядь. Допустим. Но цель-то, блядь, увеличение земли, блин, понимаете? Недры, педра, блядь, бүгін бар ертегі yok, нахуй. Сами понимаете же, да? Пустыне, допустим, Аллах Та'аля что делает, что говорил, да? Хочет он, ручей будет. Обычном, блядь, пустыне, оазис. Аллах Та'алямның құдіраты бұл. Это мы никак от этого не можем избежать. Мы не даже захотим, не избежим, блин. Поэтому в любой момент в Башкортостане может появиться газ, может исчезнуть, появится нефть, может исчезнуть. Также в другом месте, блядь. Пробить ручей. Любой ручей, допустим, или какой-нибудь кровавый ручей может пробить. Просто будет вытекать кровь, нахуй. Просто откуда-то, хз, откуда, блядь. От динозавров какого-то, блядь, из-под земли, блядь. Или просто будет вытекать лава. Все, вот как-то так, блядь. И это все не от нас зависит. Поэтому увеличение только земли, огромной земли, нам даст успех. Все, вот только так. Чем больше земли, у нас будет авторитет, во-первых. Во-вторых, так сказать, блядь, на эти земли мы можем любых людей заселять. Это уже плюс нам. Потому что в маленькую землю кого ты населять будешь? Вот сюда едут, вот мы и живем нахуй в комнате, хуй знает, да? Ну здесь, ладно, двое, блядь, а других вон по 4 в комнате людей. Пизду. Селедки, блядь, как в селедке живешь. Потому что земля маленькая, говорят. А считайте, большая земля, блядь. Ну, шлайрак дуслар, блин. Поэтому я считаю, что наша задача объединить вот эту Азию с нами. И будет ебануться огромная земля, блядь. Епрс, это просто вот вверх до новой земли и спуститься до Афганистана. Это мы же даже, блин, знаете, блин, мне кажется, грубо говоря, всю Америку и всю, я не знаю, блядь, всю карту объединим, блядь. Земли, киньте, блядь. Вот такой я даже не влазит. Вот такая суша будет, блядь. Ну, само собой мы на суше, блядь. Имеется в виду, вот этот все отгрызок, вот этот огрызок отделится, и все это наше будет. Ну, как наше, ну вот, общее наше будет. Прикиньте, блядь, без заборов, без ничего, как всегда я говорю. Туда-сюда будем ездить, блядь, Тагадынский конь, это же пипец, понимаешь, блядь. И все, самое главное, здесь, само собой, должно быть без диктатуры. Вот это не забываем, блядь. Здесь не должна быть диктатура, блядь. Никакая нахуй диктатура не должна быть. Никакая, блядь. И вот этот момент получается как? Убирается вся диктатура, распространяется максимально, конечно, всем это так, мой совет, да, создать курултайскую систему. Систему Курултая. Никакого нахуй президента не должно быть. И еще раз повторяюсь, не должно быть лидера. Должно быть дохуя лидеров. Не должно быть, блядь, всяких, блядь, пидорасов, которые өзі келген балайын кетірі, қызын кетірі, потом еще итасın, инасın, опасын, блядь, всех позовет, блядь, как-то дичь устраивает опять, блядь. Престол, блядь, ханский, блядь, получается. Нахрен нам это надо? Надо истреблять такую херню. Особенно, если даже пример возьмем, если мы делимся на какие-то подгруппы, допустим, я как башкирт Юрматы, я Юрматы, допустим. Вроде Габбасов говорил, тоже я Юрматы, вроде бы он говорил. Не знаю, Юрматы он, не Юрматы, или я ошибаюсь. Ну вот, мои предки Юрматы. Кто-то там, какая-то часть у меня еще есть, вот эти уфимские, короче, близко Уфе, это, как это называется,
3 буквы, короче, не помню. Вот это еще есть какая-то часть у меня вот этих. Ну, получается, микс у нас. И получается, к чему я это говорю? В Казахстане такая же фигня. А разделились они тоже так же. И эти есть улыжус, бәләкәй, зур, оло, бәләкәй, зур. Короче, все. У них тоже междоусобица потом будет. Нахрен это надо. Поэтому Курултай. Курултай как раз должен будет состоять из такой системы, что там будут входить все. Всем надо поделить, всем этим родам, районам, в конце концов, всем поделить эту всю систему, чтобы не было междоусобиц. Усобица вот это только, да, ведь доводит нас до предательства. Потому что Маша междоусобицы, как киргян, сучкалар, московские, блядь, какие-нибудь. Вот они только баламутят какую-то партию, так сказать, мы назовем его сейчас как партию, курултайскую, да? Скажет, блядь, давай предай свой народ, блядь. Скажет, прикиньте, блядь. Вот как-то так. И хочется, знаете как, самое интересное, оказаться в этот момент, и хочется найти людей, которые, ну, как сказать, не найти людей, оказаться в этой системе хочется побыстрее и услышать от наших курултайских будущих, так сказать, председателей такую дичь из одного из них. Мне звонили из Москвы, мы же как бы в 21 веке живем, звонили из Москвы, если тогда еще будет называться он Москвой, ну, звонили, блядь, из узкого мира вот этого, и сказали продать вас всех, ну, как бы работать на них. Понимаете, смысл какой? Вот прикиньте, да, такая фигня будет. Допустим, из всех наших честных работников, Курултая, вот этих председателей, выходит такая дичь, что предлагается... Предлагается... Предлагается такая тема, что вот, допустим, пришли мне и говорят, ну чё, сдашь Башкортостан? Будем, короче, вместе поделим потом Башкортостан. Ты будешь рулить, а этих всех уберем, но вы будете под нами. Вот они же как бы, Москва так приходит, блин. Они все так приходят, колонизаторы. И вот в этот момент хочется проверить фишку такую, что, блядь, может ли кто-то из них продаться. Понимаете, какой смысл? И в этот момент хочется услышать Март, көтеге жауап берген адамнан, вот этот именно, который за жопу свою отвечает, мужик, должен заседать там, который скажет, да, мне звонили на весь Курултай, блядь, все онлайн, на эфир весь, блядь, скажет, да, мне звонили из Москвы, или, допустим, из Америки, предлагали, короче, плясать под них и сдать вас всех. Вот хочется вот эту фишку, блядь, дожить до этого, понимаете? Дожить. И вдруг такая хуйня прилетит, допустим, от той линии, допустим, мы же как бы Москву, если раздолбаем, туда же как раз-таки на готовы вернуться Ходорковские, всякие, блядь, Мурза, блядь, это карамурзинки, блядь, эти мурзилки сраные, блядь. Вот эта дичь вернется же туда, когда мы им на блюдечке принесем Москву раздолбанную. Они, кто-то, вот какая-то шваль оттуда вернется. И они, конечно, не захотят, чтобы мы, нихуя мы отделились. Они охуеют. И в этот момент, что будет происходить? Они будут нас, так сказать, вот так допытывать нас всех. Говорить, блядь, так, кого сломать, кого... Слабое звено будут искать они, блядь. Как передача «Слабое звено», блядь. Вот они слабое звено будут звонить, искать слабое звено. И захотят сломать систему, так сказать, курултайскую систему. И вот поэтому нам нужно именно иметь курултайскую систему,
а не президентскую. Нам нужен, так сказать, как, я не знаю, парламент, Курултай, я не знаю, как это называется, все правильно. Такое общество, что жиын, да, вот как у нас ейин, Башкортостанда, вот ейин боларға керек. Бізге мына только через Курултай нужно создать систему и Татарстана, и Башкортостана. Может, да, Татарстан может будет сказать, не, мы такой не будем делать, блядь. Мы же не башкорты, блядь. Хуй-то там. И башкортам, и татарам одинаковую систему надо вести. Одинаковую, не надо разделяться. Одинаковая система, чтобы мы могли управлять, получается, этими землями, которые, я говорю, до новой земли, блядь. Это же огромная территория будет, огромная территория. Конечно, внутри этих территорий будут другие республики, это понятное дело, блядь. Ну, не все эти земли будут принадлежать им. Понимаете, как мы распределим им как-то правильно, потому что я против того, что Удмуртия очень маленькая земля. Оно не должно так быть. Коми-пермяки, вот эти коми-пермяки, они, мне кажется, им больше киданули, это СССР поделил так неправильно. У удмуртов, я считаю, разделили земли. Мне кажется, удмурты тоже, могли быть, нахуй, до моря, блядь, в прошлом. Мы не знаем, блядь. Надо копнуть их историю. Ну, хуя, где ты возьмешь, блядь, русская история везде, блядь. Что-то настоящее надо. От кого каких-то старых источников надо искать. Поэтому нам нужно понимать, что каждый, блядь, вот этот регион, который будет находиться внутри Башкортостана и нас, должен понимать, что какие-то движухи внутри наших регионов, это вот я когда-то еще тоже говорил, почему у русского мира не будет возле нас. И это будет касаться удмуртам, марийцам, чувашам, потому что они как бы возле нас будут, но как бы они отдельные же будут. И вот чтобы им Москва, не дай Аллах, не заморочила голову, чтобы их Москва не перекупила. Поэтому точное указание будет для их, блядь, так сказать, действий то же самое. Максимально, если даже у них будет президентский парламент, президент будет, вся хуйня, нам нужно будет, блядь, укрепить ихнюю, так сказать, оболочку таким образом, что они, если даже продадутся вдруг, где-то сломаются, само собой у нас разведка будет работать, это понятно, это дело, должны быть жестко предупреждены тем, что из Татарстана или Башкортостана, если в эти две страны какая-то атака пойдет, мы будем, как говорится, готовы вместе разъебать эту страну. Похуй, марийцы будут они, чуваши и так далее, блядь. Вот мы в такое состояние должны быть готовы, блядь. Вот на таком состоянии у нас оружие, вооружение, солдаты и так далее, вот такое состояние должно быть. И для Башкортостана с Татарстаном, я считаю, военных, допустим, если 1,5 ляма башкортов и 8 лямов как этих татар, у нас минимум армия должна числиться, я думаю, где-то, блядь, не меньше, чем в Турции, блядь. Грубо говоря, по 200 тысяч у каждого должна быть, блядь, солдатская система. По 200 тысяч минимум должно быть армия у нас. 200 тысяч. Потому что я считаю, блядь, все равно вот этот лоботрясский, блядь, контингент мужчин, они будут все равно пока жить в таком состоянии, блядь, бухать, хуйней маяться. И как раз-таки лечение этих манкуртов и алкашей как раз через дисциплину армии. И туда нужно будет, блядь, принудительно, блядь, нахрен, в армию засовывать этих манкуртов. Принудительно. Принудительно в системе армии должны отрабатывать вот эти манкурты, которые, блядь, в данный момент живут в манкуртском состоянии. Они должны быть солдатами. Потому что 200 тысяч мужчин в армии
в том числе, блядь, какие-то там, блядь, будут, само собой, и медсестры, блядь, медбраты, вся хуйня вот это, и женщина, и мужчина, микс, блядь, они тоже как бы должны будут проходить вот эту жесткую, блядь, систему татаризации и башкиртизации. Ну, имеется в виду, олар башқұрт һәм татар жеріне буйсынырға тиіш. Как мына Узбекистанда бізді, допустим, өзіңні дәулетің деп теге нәрсеге иттелер бит енді. Хаст ичасың бит енді, но типа слово даешь или как это? Вот типа так. Короче, бу халық, так сказать, вот этот манқурский буйсынырға тиіш мына шул дәулетке. Үзіні дәулетін башқұрт һәм татар дәулетін деп үзін хис итә башларга тиеш. Біз шунарға оларны буйсындырырга тиешбез. Буйсыну только через вот эти действия должно быть. Да, может, мои слова для вас будут как-то казаться странным, блядь, нахуй, как кощунством, блядь, но ни хрена. Это нормальная система, я считаю, блядь, лучше, чем в тюрьме. Порой, я же говорю, и в тюрьму мы посадим долбоебов, учить язык. Но мне кажется, лучше, блядь, создавать правильные решения, блядь. Делать, блядь, армию, укреплять, создавать не долбоебов, манкуртов, из этих же манкуртов в дальнейшем, а создавать патриотов Родины. Именно патриотов создавать через армию. Вот почему во Франции легион, блядь, Франции, легион, да, ведь легион, ихний легион до сих пор есть, блядь. Он когда создался, блядь, этот легион? Почему есть он до сих пор? Потому что воспитание духа через легион, они именно рождают французов. Потому что вы видели же, наверное, в легионе кто только нету, блядь, нахуй. Я даже вот с хохлами общался, блядь. Даже хохлы там в легион ходят, блядь. Там и русские есть, блядь, в этом легионе. Там все есть там. Потому что это система армии. Ты там становишься французом. Не ебет там, хоть ты, блядь, Пушкин будь там, блядь. Ты будешь французом. Потому что система легиона воспитывает в тебе систему Франции. Вот поэтому легион и существует. Дисциплина. Поэтому можно даже тоже назвать, блядь, легион башкиртов, блядь. Легион татар. Допустим, да? Ну как, ну легион болмейді, блядь. Әскерлер, да, бізде. Аскерлер, как, кто как называет. Аскария, как арабы, аскария. Ну вот, короче, вот солдаты, да, так сказать, милитари. Вот этот милитари должен быть, так сказать, патриот своей родины, своего, так сказать, герба, своего этого паспорта, своего, блядь, в конце концов, курултая, не президента, своего курултая и своего, так сказать, земли, вот это всего, собственного нашего. А если мы будем, знаете, уделять больше каким-то лоховским действиям в виде, допустим, ой, зачем нам, блядь, много людей в армии, их же надо обувать, кормить и так далее. Но именно вот это, оно должно быть окупаемо. Эту систему тоже надо продумать правильно. Каждый вот этот военнослужащий должен не только служить армии там, кроме службы армии, а должен еще иметь специальность, которая будет как бы в теме государства. В теме государства в каком понимании? Допустим, 200 тысяч солдат, да? Из них же, они каждый 200 тысяч, они же не будут маршировать, блядь. Понимаете, маршировать. Нахуй это надо каждый. Это же тупизм тоже маршировать, блядь. С чем мы, блядь, каждый день воевать будем, что ли? Маршировать зачем ему, блядь? На войне все равно твой марш нахуй никому не нужен, блядь. Вот мы сколько маршировали. Это просто дрочево называется. И вот место маршировки этим, так сказать, солдатам, будущим, сделать нужно организацию такую, что именно в военной технологической теме они будут работать. Они будут учиться, высшее образование получать там же. Они там же будут работать. И все, вот они, допустим, могут быть отряд медиков, отряд айтишников, отряд, блядь, ракетчиков, да? Ну, как армейское что-то. И еще профессии
в гражданские профессии. Допустим, отряд каких-то, блядь, ну, так сказать, блядь, нахуй, поваров, блядь, я не знаю, блядь, отряд, блядь, каких-то еще кого-то, блядь, машинистов, блядь, отряд на заводе работающих, блядь. Вот такие примерно должны быть сосредоточены в них действия. Не просто так, блядь, каждый день ходить, блядь, хуйню мается. И самое интересное, я считаю, не нужно создавать огромные гарнизоны. Каждый этот солдат должен жить своей гражданской жизнью. Жить у себя дома. Ходить как бы куда-то там в армию, ну так сказать, мы же скажем в армию, да, ведь, чтобы он нужен, он же солдат, он будет ходить туда из дома. Он максимально должен ходить из дома. Почему? Потому что семейная бытовая жизнь тоже не должна разрушаться, как в ебучем сталинские времена. Живут в гарнизоне. Как обычно я читаю иногда, блядь, такие ролики, вы тоже, наверное, натыкаетесь, читаете. Мой папа и с мамой были какими-то военными. Всю жизнь прожили где-то под Берлином. Мое детство прошло в гарнизонах. Я ничего не увидела, и все. Я ребенок военных. Вот примерно, ну поняли, да, я так уж то, что помню, говорю. Вот такая хуйня будет, понимаете? Вот вам биография. Нахуй нам такая биография? Мы что, создаем гестаповскую систему, что ли, Башкортостан и Татарстан? Нет, конечно. Поэтому у нас должно быть все по-граждански, кешеше, әдәмше, мына шулай матур иттереп корырга кирәк дөньяны. И самое главное, живя люди в дома, должны себя ощущать всю жизнь, вот как они поймут свободу, муджахедами. Каждый башкирт и татар должен ощущать себя муджахедом. В каком понимании? Каждый из них воин. Каждый из нас воин. Мы должны быть воинами. В любом понимании. Ты хоть похуй, ты военный, не военный. Ты должен быть воином. В любом случае. Допустим, как оно может проявляться? Допустим, вот сейчас, в данный момент, сейчас как раз-таки эта защита прям востребована будет вам. Вот это быдло, сейчас вот эти ишаки будут возвращаться, как тут сказали, ишаки какие-то будут возвращаться в Башкортостан и в Татарстан. Ну, вот это тюремщики, вот этот шваль, так сказать, которая останется живая. Она будет возвращаться домой. Что будет происходить? Будет растерзание общества. В это растерзание общества мы понимаем, что попадать будут вот эти женщины наши, башкорт кызлары, татар кызлары. Алла сакласын, үлә башлыйлар алар. Балалар имгәнә, үтереп бетәрләр балаларны да попутно, как свидетелей, кончать будут эти маньяки. Не дай Аллах. Вот такая вся херня будет происходить. И в этот момент как раз-таки та моя логика про муджахедов будет работать. Человек, который живет у себя дома, военный он в том числе муджахед для своего народа. Видит он какой-то дебилизм в государстве. Ну, это мы, конечно, по законам, по Конституции, это мы сделаем красиво. Нарушение закона. Но он видит, допустим, какой-то беспредел на игровой площадке, детской, допустим. Ну, какой-то маньяк напал. Мы же как бы, если даже создадим Башкортостан с Татарстаном, мы же не можем истребить этих маньяков, блядь, резко выловить всех и истребить. Мы же не сможем, блядь. Это все сейчас как-то, эта шушера вернется, она не вся же передохнет, блядь. Вернется, и она растворится внутри народа. И маньячелские дела, хоть свободный Башкортостан, хоть в Москве будет он будет, все равно маньяки будут. И в этот момент как раз-таки нужно не подготовить, неправильно будет, готовить народ к самообороне и защите. Не как эти придурки, блядь, завязывая платки, блядь, покупают хлеб, блядь. Не такую систему, а систему совести
и самозащиты, и, главное, защиты твоего государства. Допустим, как? Нападение игровой, да? Нападение в школе. Вот, допустим, напали в школу с ножом. Дебилизм, секта, и там сектант, или там придурок, маньяк какой-то. Ребенок напал на другого ребенка. Примерно, да, такая херня происходит. Незамедлительный отклик, блин, должен быть. Незамедлительный ответный удар должен быть. Не так, что, ой, испугался, побежал домой, блин. Не так. Не как сейчас, пофигизм. Не должно быть этого. И вот это мы должны воспитать именно в этих военных. Они будут жить у себя дома, работать на военных каких-то действиях, ну, по-разному. Но мозги у них должны придрочены быть тому, что они в оконцовке муджахеды. В оконцовке. Любое какое-то действие, они берут, так сказать, блядь, свою защиту, как говорится, себя сохраняя, нейтрализует, допустим, врага. Вот такую систему нам надо вырастить, понимаете? Вот только тогда будет, блядь, правильная, идеальная страна. Только тогда. А не так, что, блядь, там пиздят, убивают, он смотрит, снимает на видео, блядь. Это же ебанизм, блядь. Дай, я сниму на видео, блядь. Это полная деградация людей. И вот этого, чтобы не было, мы должны избавиться от этого гребаного нам навязанного, как сейчас говорят, узкого вот этого дебильного, блядь, маразма. Мы должны избавиться от этого. Если мы избавимся от этого, мы будем, так сказать, выше даже Дубая, блядь. Ну, Дубай, все хватит Дубай, да? А там, мы как прекрасно знаем, есть система Хэллоуина. Да? К ним же зашел Хэллоуин, блядь. А вот бізге Башкортостане татарского Хэллоуин не должен заходить. Он есть там тоже. В октябре этот ебучий праздник, блядь, ужастиков. Это же, ну, деградация. Вот это, вот от таких всяких ебаных каких-то день рождения, хотел сказать, блядь, дней вот таких, блядь, сука, праздничных, нахуй. Новый год вот этот сраный, блядь, убрать сразу нахуй. Рождество, блядь, убрать нахуй сразу тоже. 7-й, блядь, нахуй, Старый Новый год. Откуда нахуй Старый Новый год, блядь? 14-го, что ли, или 7-го, когда у них, блядь? 14-го, блядь. Тоже убрать, блядь. Вот примерно вот все вот это навязанное нам нужно убрать. И также воспитать общество правильное. Не должно быть у нас ничего. Там кто-то недавно мне говорил, смена улиц. Само собой, да. Смена улиц, как в Казахстане. Вот Казахстан начал истреблять улицы, название улиц. Также как раз вспомнил Коми-Пермяки. Откуда я это вспомнил? Сегодня говорили же о... Точнее, вчера говорили же о Сулеймане Каримове. Сулейман Каримов. Какого вообще, какого ну, понятно, это пидорасию еще можно в данный момент пока. Березники это, блядь, выше Перми. Это Пермский край, блядь. Калий, блядь, Урал-Калий. Рулит Урал-Калием, блядь. Миллионер, да, миллиардер или миллионер, блядь. Ладно, окей. Ну, манкурт он, блядь. Чистейший, блядь, дагестанский манкурт, блядь. Ну, может исправиться. Мы не можем же как бы за него ответить, исправится он или нет. Но суть какая? Вот этих движений в дальнейшем не будет нахуй. Внутри Башкортостана и Татарстана все, что, блядь, внутри, все останется внутри. Кто там его был хозяином? Что это было нахуй? Хоть пуп земли пусть нахуй будет. Кутагандан нара, блядь. Пошли они нахуй все. Вся вот эта дичь улетучится сразу, блядь. После захода нашего, блядь, так сказать, Курултая. Вот этой дичи не должно быть, блядь. Чтобы кто-то, блядь, на землях башкиртов рулил, блядь, с другой страны. Мы будем так называть же. Дагестан другая страна. Мы к Дагестану не лезем, и они не лезут к нам, блядь. Вот так будет движуха, понимаете, блядь? Никто никуда не точит нос, блядь, уже.
Вот этих точильников, блядь, всех манкуртов, истребить нахуй. В каждой нации это есть, блядь. В каждой нации. Каждая нация должна уничтожить своих пидорасов. Вот по-другому никак, блядь. Чтобы нам, блядь, потом, блядь, между собой не ссориться. Потому что мы должны создать правильное общество. Правильно? Алга башкорт елі, рахмат, алга Казахстан. И вот шунарға бізге нужно сделать такое общество, чтобы мы могли, знаете, как, так сказать, блядь, сейчас мы деградировали, блядь, mana shu degradatsiyadan bizga chiqirga kerak narsa bo'lsa da, блядь. Biz hozir tigi sho'qnutiga aylanganmiz, блядь. Biz нормально не мыслим, блядь. Полный bizni tigi овощ yosab bitdilar endi, натуральный, блядь. Овощ, блядь. Не знаю, да, какой овощ, блядь. Ну, баранге точно, блядь. Так сказать. Картофель, нахуй, тупорылый мы. Просто тупой, даже не вареный картофель мы, блядь, понимаете, безмозговый. Поэтому из этого, блядь, безмозглого состояния нам нужно выйти, блядь. Выйти как-то уже как бы заняться таким саморазвитием в виде, так сказать, хотя бы уничтожать свою деградацию. Мы же как бы изнутри себя уже уничтожили. Да, тілімізді білмейміз, блядь. Урыс тілінде, блядь, yaxshi сөйлешабыз, чем, блядь, өзіміздің тілде, блядь. Это позор же, блядь. Я вот даже, я же говорю, в тот раз меня критиковали узбеки. Блядь, менің третьеклассникам лучше оқи біле, мені 3 классым балам сенен yaxshi оқиды, то, блядь. Ну, видите, я же вам объяснял, почему и так у меня происходит, блядь. Допустим, живешь в другой стране, ты не можешь уже, блин, свой язык даже прочитать, блядь. Вот это такой сегодня гибанизм, понимаете, блядь? Потому что не используется. Эшләтмәсәң үзеңнең телеңдә, все, ул юкка чыга, блядь. Юкка чыга ул, блядь. Плюс еще нәрсәкәй теге сүзләре эшләтелми. Сүзләре бит инде анда сүздә гәп турып да инде, блядь. Әлеге гәпләре сеңгә кулагыңга ишетелмәсә гәпләр, mana shu сүзләр ишетелмәсә, сеңгә уны даже кайтарганы огыр булады, блядь. Manaqa gaplashaveraman men. Ну, o'qiganda dudulanib qolasan, dalboyibga aylanasan o'qigandan keyin. Nimaga? Chunki sen u so'zlarni ishlatmagansan. Ishlatmayapsan. Ну, имеется в виду, не пользуешься этими словами правильным образом, блядь. Ты не пользуешься, так сказать, каждый день. Мы же вот пользуемся каждый день на русском, поэтому у нас русский, блядь, сука, лучше, чем русский, блядь, если на то пошло. Вот как-то так. Поэтому хочется, знаете, блин, найти единомышленников побольше, побыстрее, побыстрее и побольше. Вот как-то так. Вот поэтому как бы, ну, что могу сказать, очень тяжелый такой случай, что мы, так сказать, подыграли этому узкому миру и пошли по ихним стопам. Получается, они же нас в харам привели, біз шул харамға кірдік. Шул харамға біз, блядь, бүтін жүгітібіз білән кірдік шунда, блядь. Бүтін нәрсәбіз білән, тәнібіз білән кірдік шунда, блядь. Бүтін организм білән шул харамға кірдік. И өзіміздің Путер айтқан кебек, блин, как не забуду всегда, что он говорил, блядь, наверное, блядь, черт. Идентичность, да, өзіміздің, блин, теге, идентичностьны даже я перевести не знаю, как это будет по-нашему. Мына шул идентичностьны югалттық біз, блядь. Біз югалттық шул сөзіні, біз даже сөзіні білмейбіз, даже переводын, блядь. Ну, шул нәрсә юк бізде. Понимаете? Шул нәрсә юк, блядь. Біз, теге, грубо говоря, маймунға айландық енді, блядь. Маймун мына нәрсә сен эшләсәң, ул сені кайтара бит инде, шулай дейләр бит инде, маймунлар шулай бит инде. Шул маймунга без дә әйләндек. Урыс нәрсә кылган, без дә шуны кайтарабыз. Ыштансыз йөри, Пугачева, помните, Пугачеваны исләгә алабыз. Нәрсәгә шул именно шул вакытта үлә башлады безнең, деградация башланды. Пугачева ыштансыз чыга башлады. Безнең артистлар да шара яши, шара нәрсәкәй җишенә башлады, блядь. Пиздец пошло, блядь. Понимаете, блядь? Потом безне артистлар, блядь, урыслар кебек жырлый башладылар, блядь. Потом урыс жырларын перепевать итә башладылар, блядь.
Ну это же пиздец, блядь, понимаете? Мана, где деградация начинается. Если так посмотреть, везде деградация, блядь. И в культуре, и в науке, да я как бы во всем. Жопа полная, блядь. А в итоге, как кто-то говорил, блин, какие-нибудь ученые вообще вышли из России? Из всей России есть какой-нибудь ученый? Вот за 26 лет путинизма есть ли какой-нибудь ученый? Блядь, я думаю, нету. Нету. Там одни тупорылые дегроты, блядь, выросли. Тупорылые люди. Вот 26 лет он, блядь, не сможет свою даже, блядь, сука, диссертацию написать нормально, без взятки. Вот тупой, он, да, блядь, я не знаю, блядь, лишь бы хирурги нормальные выходили, я не знаю, блядь, одни гоблины там, мне кажется, и врачи даже. Понимаете, мына не дорожага біз жеттік, блядь. Не дорожага. Нормальный дүние бетінде, блядь, Европа, блядь, обучение үта, блядь, Америка, блядь, бұларны фикрі, блядь, бөліша, блядь, оны фикрін ишта, мұны, блядь, шунда шыға, блядь, докторлар айбат, блядь, туда-сюда, блядь, а бізде нәрсанды, блядь. Блядь, как вон курские ноют, блядь, ни помощь, ни хрена ничего нету им, блядь. Ни медицина, ничего, ни дом, ни хрена. Вот это мы к чему пришли, блядь. Вот к чему они пришли, блядь. Поэтому мы должны донести это своему народу, блядь, что мы гарантируем вашу свободу, гарантируем вашу благополучность. Нам нахрен вас захватывать. Вот я не вижу смысла, мы же не Иран, блядь. Что, блядь, нахуй Иран нам на... А это будет всяк меня вообще это сбесило. Иран раньше был, оказывается, кто не знал, вот вам прикол, блядь. Раньше был, оказывается, суннитским Иран. Через какое-то время, 1900 каких-то годах, какой-то хуй пришел и притащил шиизм, блядь. Понимаете, блядь? В тысячи каких-то годах они были суннитами. И потом каким-то хуем они стали, блядь, суннитами. И от суннитства стали шиитами. Вот и все, пизда, блядь, им пришла. Понимаете, блядь? Получается, им пришло правильное изречение, они выбрали дерьмо, одним словом, блядь, и стали тупыми манкуртами. Тоже манкурты, они тоже самые манкурты, которые предали свое, получается, наследие. Они как бы вроде бы иранцы, но в то же время в душе они долбоебы. Они реальности долбоебы. Почему? В том, что уже недавно я где-то же читал вам даже, около миллиона иранцев стали католиками, христианами, крестоносцами, короче. 1 миллион иранцев стало, если их 82 миллиона, из них 1 миллион, блядь. Ну это же, блядь, ебануться дохуя, да, ведь 1 миллион стали крестьянами, блядь. Ну и что, это нормальная страна, что ли? Это же деградация, блядь, получается. Были сунниты, шииты, сейчас теперь как? Ну давайте все будем выбирать. Давайте я тоже стану, быстренько сейчас евреем стану, быстренько потом этим буду. Давай так, та-та-та-та-та, блядь, это же ёпта. Это же как так, блядь? Ты что, получается, как перчатки ты меняешь своего, так сказать, Аллаха, что ли? Что, у тебя много Аллахов, что ли? Как это можно понимать? Понимаете, мана до чего деградация их дошла. Их деградация дошла до этого. Даже если возьмем крестьянизацию, допустим, вот этих татар, долбанных в Татарстане, которых Иван Грозный крестанул, даже их, если вот так издалека возьмем, мы понимаем, что ихнее крестоносство, блядь, ну, так сказать, принудительной форме, это, ну, как бы даже в различии от шиизма, то, что они к шиизму перешли, ну, как-то, блядь, отличается, мне кажется, блядь. Ну, явно не одинаково. Потому что, блядь, эти хоть, блядь, чему-то верят, а те уже, отыграв свой шиизм, переходят в крестьянство. Понимаете смысл? Не возвращаются в суннизм, блядь. Наоборот, третью кабалу лезут, блядь. Так сказать, блядь, петля на шею на том свете будет у них явно, блядь. Они собрали себе этот хрень всю вот это. Вот поэтому нам нужно понимать одну вещь, что башқұрт белән татар, казах, узбек, кыргыз, таджик, исламга килдекме, шул исламны, как они в исламе говорят, за ветвь держитесь. Шуның сабағына
сабағын жібермеске керек, блядь. Шу сабағын тұтып тұрға тиішбіз біз. Шуны жібермеске тиішбіз. Никогда, блядь. Вот прям вот так мы должны висеть, мы должны висеть, мы не должны никогда отцепляться от этого. И если мы отойдем от этого, это раз, не то, что мы предадим Аллаха, мы предадим народ свой. Народ. Вот шиизм – это предание своего народа, я считаю. Это как вот приперся хуй Ататюрк, и сменил язык тюрков. Нахуя сменил он, блядь? Вот теперь вот этих турков, блядь, сука, я их понимаю, они меня не понимают. Долбоебом я сделал. Что он сделал? Нагадил и ушел на тот свет. Понимаете? А сейчас, если бы они нас понимали бы, хорошо, если бы он меня понимал бы, он бы на моей стороне был бы. Но по им того, что я их не понимаю, они меня не понимают, мы не можем приблизиться. Понимаете, какое искажение идет в языковом даже притерении? Даже как бы, да, нам же притираемся мы по языку. Вот пишет вот Акжол Баурлар. Всем Акжол. Вот, допустим, да, вот он пишет, я его понял. Пишет вот Акжол Баурлар пишет, ну, в переводе, конечно, это будет как-то звучать так, ну, переведем так, да, Акъол сізге туғандар, допустим. Вот что-то в этом роде. Мы понимаем его. А кто-то, блядь, он переделал свой язык, я его заебусь понимать. Порой, блядь, я понимаю, Аллах шукур, я имея несколько разных языков, пытаюсь я их понять, получить, ну, как, знаете, как понимаете это? По смыслу предложения, понимаешь? Перевод идет уже с АО. Получается, 10 слов предложения, из них ты 3 знаешь, а 7 ты уже дальше им интерпретируешь, что он сказал. Вот так ты понимаешь турецкий язык. А дальше ты не понимаешь. Если ты в конкретный диалог лезешь, он может что-то ляпнуть, ты нихуя не можешь понять. И он тебя не поймет. Самое главное, что он тебя не понимает, блядь. Тебе нужно извилиться, блядь, язык ломать, блядь, чтобы донести ему. Они нас не понимают. Вот в чем прикол, блядь. Хуёвые вот это ихняя испорченность языка. Поэтому психую, блядь, с ними я порой иногда, блядь. Что они, блядь, пиздец нагадили себе. И вот этот, так сказать, башкир белән татарда да языковый барьер пришел к тому, что русский язык зашел внутрь, испоганил наш язык. Мы же вот сейчас миксованно разговариваем, то так, то сяк говорим, по-разному всякие слова придумываем себе, да, ведь, чтобы мы построили предложение. Мы же можем, русские же так не могут построить одно слово татарское, одно слово русское, одно башкирское, они не могут построить, а мы можем. Мы можем построить предложение из русских, башкирских, татарских, узбекских, там, казахских слов. Целое предложение можем построить, и получится, что мы поймем это все. Понимаете, интересно получается, да? А русский не поймет нихуище. Вот как-то так вот. Порой я это заметил, знаете, в чем? Когда говорят чеченцы. Чеченцы говорят, добавляя русский язык, и ты понимаешь, что даже чеченцы не могут в своем чеченском языке найти это слово в чеченском языке. И поэтому употребляют, легче им употребить русский язык. Понимаете, блин? Пиздец это, пиздец. А аварцы. Вот так говорят они. И им-то пипец как тяжело, наверное, подобрать свой аварский язык. Понимаете, как сломали нам, так сказать, душу уроды. Вот как-то так. Приятно слушать умного человека. Благодарю. Хайырлы эртэ. Кудай қаласа бері жақсы болады. Рашка куйрейді. Развалится. Куйрейді. Кюрейда. Вот кюрейда, я уже не понял это слово на казахском. Кюрейда. Рашка развалится. Кюрейда развалится, bizda будет жимірлі. На татарском жимірлі. На узбекском, я не помню, на узбекском, прикиньте, развалится как будет.
Ну, можно было как бы какой-то синоним, антоним и употребить. Сынып кетады, развалится, сынып кетады. Или там вайрон болады. Можно вот так употребить. Вайрон, типа раздолбится там, что-то так, вот так. Ой, вот так, куйрейда, куйрейда. Вот это для меня уже нонсенс, куйрейда. Вот чё куйрейда? Я бы не понял бы, вот, допустим, вот казахский язык, курейда. Ойран болады. Ойран. Ойран болады. Ойран. Кулайды. Кулайды. Ну, кулайды тоже не могу понять это слово. Прикиньте, кулайды тоже я не могу понять. Рашка куйрейда. Кюрейда. Кюрейда. Кюрейда, вот как ты понимаю, на татарском кюрарге. Кюрарге это кор кюрарге. Кюрарге. Вот как-то так. Развалится, ну. Ну, вот на татарском жимерле. Это точно. Москва или Россия жимерле. Иншаллах. Чтобы жимерлсене. Надоело уже. Вот сондай хал, блин. Мында уже туғандар, короче, сағат 5:30. Я с вами прилично уже. Келген мында уборщик убирается. Поэтому мне надо, наверное, отваливать отсюда. Юп, сортып юрей бөтен жеріне. Короче, надо валить, наверное, уже. Сегодня что, понедельник у нас? У нас нету сегодня отметки. У нас что интересно, здесь отметка еще. Страна вообще катаклизма. Каждый четверг у кого-то у даргинца во вторник отмечаемся. Отмечаемся. Аминь. Да. Курейды развалится. Отмечается каждый четверг мы отмечаемся, короче, то, что мы здесь находимся, не уехали куда-то. Мы должны отметиться. Ну, мы даем им карту свою, они смотрят нас и засовывают в на базу. Закидывают то, что мы здесь, не уехали. Ну, короче, вот такой так сказать, контроль жесткий здесь. Как бы каждую неделю. Один раз в неделю. Это такая уж херня, короче. Ну вот, тут прикол, прочитаю уж, может, до него, так сказать, дошел, остановился. Кто-то пишет, Юлия Цепляева, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка. Тупизм, смотрите. Мне очень жалко людей, которые покупают доллар 35 рублей. Они просто потеряют свои деньги. 31 января 2014 год. Точно. Вчера исполнилось 12 лет знаменитому прогнозу. Ну чё вы, лохи, купившие доллар по 35к, сейчас поживаете. Расскажу свою историю. История такова. 14 год. Я еду первый раз в жизни в Крым. Освобожденный Крым. Все такие радостные. Едем, короче. Сел я с Москвы на свою тачку, тарантачку, и поехал, короче. По дороге поломался, хорошо, у меня были запчасти, починил, поехал дальше. Мы с семьей поехали, короче. Приехали, короче, на край, так сказать, Ростова этого гребаного, что за там моста не было, ничего не было. До края этого Ростова, не помню, какой город сейчас, переехать в Керчь. И там баржа в этот паром. Туда заехали на машине, очередь, как до Китая, блядь, еле прошли. До хрена очереди было. Короче, вот так заходишь, вот так, и вот так заходишь там. Ну, короче, пиздец, свой канитель. Заходим и еле как заехали, короче. Заехали, сели, потом вышли оттуда. С машины надо выходить, машину поставить вроде бы надо, или сидеть в машине, я не знаю. Короче, как-то мы проехали, все, выехали в Керчь и топишь, короче, до Евпатория, получается, и к родственникам. И херачишь. И вспоминаешь, знаете что? Я вспоминал, мы как-то с детства любили Шурика смотреть. Вот это, блин, Шурик и как это вот это, блядь, забыл ее, вот это. Операция И, блин.
И по этим дорогам херачишь, блин, красота, знаете, вот реально, блин, нетронутый Крым был, нетронутый Крым, понимаете, это педики, блядь, в Орле, ага. Эти педики как зашли, все там, не знаю, заебенили этот Крым, на самом деле, блядь, они что-то сделали с ним. И вот, короче, по этому нетронутому Крыму херачим так классно, блин. Ну, считайте, знаете, когда мы рванули-то, блин? Мы тоже такие спешили, блядь. Только май закончился, туды-сюды, школа, мол, все закончилось. Но я-то не школьник, блин. Ну, имеется в виду, я не знаю. Короче, в июне прям рванули, а там-то море еще холодное. Ну, похуй, рванули, короче. Курмаганна, Курасикильда. Едем, короче, и вспоминаем именно вот этот фильм, блядь. Операция И, блядь, как Шурик, Мурик, и по этим дорогам едем, блядь, так классно, знаете, блядь. Вот как будто бы я тогда, помню, проехался по Европе. Понимаете, вот я как будто бы проехался по старому вот этому шурихскому варианту, в то же время проехался как будто бы по Европе, в то же время проехался, как будто бы я был, блядь, где-то там в классных местах туристических. Вот такое ощущение. Но приехал туда, это чисто мое честное, блин, высказывание. Приехали, ну, как доехали мы, все. Цены пиздец дешевые, блядь. Прикиньте, мы когда в Москве, блядь, охуеть как жили. Ну, как это, дорого. Ну, как дорого, ну, блядь. Зарабатываешь недорого, блядь, а так дорого все. Приезжаем в Крым, и я охренел, блядь. Мы что за рай приехали? Я говорю, блядь, я думал, приехал в Узбекистан с рублями. Понимаете, блядь, я приезжаю в Крым с рублями, и как будто я миллионер, блядь. Я охренел, блядь, думаю, что за хрень, что происходит у вас, блядь? Ну, все дешево, все дешево, блядь. На рынок зайдешь дешево, блядь. Это что-то куплю, скажешь, в магазин дешево, блядь. Все дешево, я просто охренели, блядь. Мы просто охренели от цен. Но это недолго продолжалось. Прикиньте, блядь. Москва когда прочухала, блядь, как взвинтила цены, блядь. Писец пришел этому Крыму, вот сейчас сестра ноет, сидит, блядь. Там, это все дорого, блядь. Представляете? Всего лишь прошло 12 лет. Как раз так, вот 12 лет прошло. И самое интересное, в чем прикол? Возвращаясь к этому 35 рублей, в 2014 году 35 это как-то, она сказала еще высокую цену. И 30 было. Это 35 потом было. 2015 год, январь месяц, декабрь-январь, взлетает, блядь, 80-90, блядь, доллар. Помните? 15 год, 2015 год, 80-90. Предел я не помню, докуда оно выросло. Может, до 100 доходило, но его ломали все равно. Центробанк ломал его. Ну вот оно где-то, блядь, точно я помню, до 80 дошло, блядь. От 35 до 80 дошло, понимаете смысл? И потом устаканилось на полтиннике. Вот оно долго на полтиннике устаканилось. И прикиньте, что произошло. В Крыму у кого доллар был, наверное, кайфанули. Потом явно у кого уже рубли пошли, они писец им пришел. А вот белорусы, которые, блядь, имели доллары, начали ехать из Украины, из Беларуси начали ехать в Москву, тариться нахуй телевизорами и всякой этой херней, техникой. Прикиньте, приезжали вагонами, забирали все. Тогда еще медиамаркет был, медиамаркет в Москве. МВидео такие слабенько был, Эльдорадо было и медиамаркет. Все выкупили, ничего не осталось, прилавки пустые, блядь. Белорусы, украинцы забрали всю технику, все. Я не знаю, продавать увезли к себе. Представляете, что было, блядь? Это писец. И вот тот момент, как у кого были доллары, евро, блядь, они были победителями, блядь. А мы что, долбоебы, рубли держали, и ничего у нас не было. И все. И в тот момент как раз мне надо было уезжать. Я уже намылился уехать в Норвегию. Не знаю, блядь, я готовился к нему. Хрен знает, долго. И, получается, я продал свою машину. Это писец.
Ну, альхамдулилля, я их бабки вытащил, эти машины, но продал, знаете как, купил за $5000, а продал за $2000. Понимаете как? И как раз таки, почему я это помню? Курс был 75. Купил, блядь, я его. По рублям я не потерял ничего. Ну, вот так в уме потерял. Купил я его за 150 или, блядь, не помню. Да, где-то 150 купил. Продал тоже за 150. В итоге только когда было 150, когда 150 было, это $5000 было. Я покупал за $5000, а продал за $2000. Вот 3000 я проебал. Так-то в уме, блядь. Но мне-то рубли дали. Кстати, купили у меня белорусы машину. Мне-то рубли дали, а, сука, в долларах я проебал. Если бы было бы так эквивалент долларам, блядь. Вот и все. Вот такой я помню, блядь, просак я попал. И после этого я понял, что, блядь, в этой пидорасии, вот в 15 году уже понял, блядь, в пидорасии нехер делать. Вот тогда дошло мне, что там нехер делать. Нехер делать, потому что вот этот упадок цен никогда не контролировался. Никогда. Потому что я помню с детства, когда в 90-х что-то было кризис, и потом в 98-м тоже вот это переполох нахрен, мы в Узбекистане охреневали. Узбекистан это давало пипец, точечный удар давало оно, блядь, по деньгам. А если помните, в 90-х у всех в банках лежали деньги, блядь. Почему-то нахуй вот эти деревянные рубли их, блядь. Старые, желтые такие. Все прогорели. Мы прогорели, по-черному прогорели. Ну, имеется в виду мои родители, блядь. Нахуя они держали в банке, я не знаю, блядь. Пиздой накрылись все, блядь. Все деньги просрали мы. Шуларға мен bu davlatga men ishonmayman. Башкортстан bilan Татарстанны, иншаллах, келajagi былай булырга тиеш, блядь. Только, и как сейчас говорят же, там, исламский банк, туда-сюда, это тоже как бы рыба, это тоже как бы до хрена ребята там будет. Надо просто адекватно подходить к этому, как? Хотя бы как европейцы. Не нужно вот так ставить проценты, а давать беспроцентные деньги. Просто тупо беспроцентные деньги. Надо, дал беспроцентные деньги, но каким условием? Он должен оплачивать их. Одна просрочка, допустим, ему вешаем процент, да? Тоже харам же. Процент, да, просрочка, процент, да? А чтобы этот процент, получается, не был, нужно придумать какие-то другие наказания. Другие наказания. Допустим, не захотел оплатить, допустим, в будущем в Башкортостане, в Татарстане не должно быть такого, что у тебя не будет денег оплатить. Ты можешь оплатить. Нужно просто сделать условия такие, что ты можешь это оплатить. Не может оплатить принципиально, допустим, хочет наколоть систему, мы должны, я думаю, их просто тупо сажать. Не оплатил кредит, посадили. Чтоб народ был шелковым. Не оплатил кредит, посадили. И при посадке не так, что в тюрьму просто вон и в Колыму отправили, нет. А именно в рабочую систему посадили, попадает он в рабочую тюрьму. Ну, так сказать, не тюрьма, а, так сказать, блин, закрытая территория, рабочую. Все, он работает там. Он отрабатывает вот эти свои косяки. И вытрезвляет вот это кидалово. Это лечить народ надо. Чтобы народ был добросовестным, государству честным. Вот лечка народа будет происходить вот такими моментами. Почему? Потому что если мы не будем общество лечить, оставим, то это общество опять будет деградированное, коррупционное. Вот это дичевое, блядь. Не говоря о том, что ГИБДшники, менты и так далее, их точно кастрировать будем, если у них движуха опять начнется по-старому, блядь. Взятки, это не должно быть ничего, блядь. Ничего.
ну, здесь много раз мусоливать можно до хрена, допустим, лишение прав. Вот, допустим, поймали алкоголя, лишение прав. Допустим, лишили права, он алкаш, лишили права. Я думаю, это тоже не, так сказать, ну, идиотизм. Это неправильно. Насчет лишения нужно сделать по-другому. Поймали, лишать не надо, а просто тупо надо сажать. Тоже это лечит их организм, так сказать. Сажать, и работает человек. Везде создавать исправительную какую-то систему. Допустим, в Уфе поймали выпивший. Но всяко же у нас где-то будет все равно, где-то алкоголь. Это без этого никак, блядь, народ вообще, блядь, там ебанутый станет. Алкоголь где-то будет все равно. Я же как бы не матриархат пытаюсь строить, блядь. Харам это будет всегда, блин. От этого нам не избежать. Примерно я говорю, да? Ну, постараться, конечно, завода не делать алкоголя, блядь. Я считаю, что Башкортостан и Татарстан, да, завод алкоголя вообще не должно быть. Уничтожить полностью все харамное. Вдруг, если даже вдруг у нас по каким-то критериям в Курултае там дорешаем мы, что у нас будет алкоголь, допустим, но этот алкоголь, не дай Аллах, конечно, пусть он не будет, крайняк он будет закупаться где-то. Но у нас эшләп чыгарылмый, бернинди аракы чыкмаска тиеш бездә. Крайняк он должен будет закупаться и продаваться, вот как в Норвегии, в отдельных магазинах. Алкомаркет называется. Отдельный алкомаркет. И он, как я вам говорил, когда-то уже работает только, блядь, несколько дней в неделю только. То ли один раз или два раза работает в неделю вроде бы. Вот не соврать. Вот как-то так. Он 2 раза в неделю, что ли, работает. Все, он больше не работает. Все. Вот 7 дней, из них вот 2 дня только он работает вроде. Вот, или наоборот, 5 дней работает, 2 дня не работает. Вот как-то так. Не работает оно каждый день. Оно вообще вот, оно очень мало времени работает. И положено на одно ебало одна водка только. Вот что такое, там норма есть. На одного человека одна водка. Нельзя там 10 бутылок сразу, вагон купить, блядь. Ты не можешь. Вот в Норвегии такие какие-то были законы. Вот примерно я помню. Я-то не заходил, но понаслышке я понимал эту фишку. Потому что в просто продуктовом, как у нас, блядь, арака ряд, блядь, потом воруют. Помните, видосы показывают всем? Такого нету. Здесь нету такого, блядь. Крайняк, вон, пиво пьют они, вино. Пиво, вино. Но я водку не видел, чтобы оно прям в магазине стояло. А в Германии вроде бы есть. В Германии, потому что узкожопые эти, блядь, за это алкоголь сидят в тюрьмах, они воруют. Они воруют в продуктовых магазинах алкоголь. И потом за это их сажают через какое-то время. Получается, за, так сказать, косяк нарушения прав нужно их сажать. Не надо лишать права. Лучше сажать. Сажаешь, допустим, на 15-30 дней, человек шелковый становится. Он не будет уже нарушать. Привыкать будет к правилам дорожного движения, на красный не ездить, херней не страдать и так далее. Кеше имгәтә, үзен имгәтә, шулай имгәнеп йөрүнең файдасы юк. Кешегә аңлатырга кирәк, принципиально аңлатырга кирәк, что халыкны максимально озак яшәттерергә кирәк. Максимально. Менә Европада 90-100-гә хәтле яшиләр бит әби-шәбиләр, бабайлар. Шундый систему нам нужно создать. У нас экология чистая, экология не засранная. И поэтому как бы мы смело можем этим, так сказать, действовать. Смело мы можем это делать. Смело. Создавать условия, чтобы народ жил очень долго. Очень долго. Вот только тогда мы сможем размножиться. Чем больше живет народ, тем больше мы размножаться будем. Потому что принцип, допустим, кеше узак яшибит, допустим, 80, 90, 100-га хәтле, за это время этот человек точно постарается родить очень много детей и оставить за собой много детей. Вот как-то так. Вот только так, я думаю, размножение будет идти. А если человеку 30-40, алкаш, все, он сдох завтра, блядь.
И все на этом. Откуда у него дети, блин? Еле как может одного родит и все. Алкаш, потому что он не может больше. Не работает инкубация. Как-то так. И поэтому вот примерно так. С деньгами так. Я вам предположительно, да, я уж говорю. Ну вот. Очередная, дальше идем. Очередная экологическая катастрофа в республике Саха. Вот. Только далеко не уйдешь, опять дичь какая-то. В поселке Тикси произошел разлив около 100 кубометров нефти. Ну, вот как можно, блин, вот так, прикиньте, да? Теге, bizda сөйлейлер бит инде. Туйып сикерәсең. Туйып сикерәсең. Ну вот, burada шулай инде. Туйып сикергәннәрнең эше бу. Туйып сикерсәң, шулай булып чыга ул. Кто-то стучится. Кому-то стучаться. Так, 100 кубометров нефти на территории нефтебазы. Нефтепродукты попали в почву и на ледяной покров залива Ниелова, где экосистема и так на грани выживания. Прокуратура начала проверку. Обычно после таких проверок власти отчитывается, что все под контролем и угрозы экологии нет. Москва снова зарабатывает на ресурсах севера, а последствия токсичные разливы, уничтоженные природы и брошенные регионы. Вот и все. Ну полностью Саха, туда-сюда, все, вещь олар оны дуңкайтыралар инде жерләрен, бөтен жер халкын, бөтен нәрсәне. Бугын чыгарып, полностью имгәтеп, бөтен нәрсәне үлтереп, потом китергә уйлыйлар инде бу узкий мир. Мне я так понял, да. А что, конечно, в Москве нечего доить. Вот в Москве что можно взять? Нечего. И поэтому как бы давай, да, это же чужие, это же чурки, наши рабы. Давай мы там будем долбить все, нафига нам другие, блин. Вот как-то вот так я понял это. Вот только так и работает оно, по-другому никак. Это что за хрень? Пашинян дал свой дебютовый концерт, говорит, в Ереване. Это что, прикол или что, блин? У Пашиняна крыша едет или что? Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал концерт. Ну все, кайфарики, блин, на власти, во власть пришли кайфарики, блин. Одни танцуют, другие воюют, другие, блин, людей убивать идут. Кино, блядь. Трамп, блядь, херней страдает, блядь. Этот... Ой, блин, что за хрень, блядь, полная хрень. Полная. Охренеть. Вот. Вот это пипец новость, конечно. Тубастафируллах. Надеюсь, не заблокируют. Так покажу. Череп помяли, голову помяли человеку. Отец 19-летнего солдата-срочника из Дагестана публично просит помощи. Его сына искалечили в воинской части в Воронежской области. Так сказать, под Москвой. А родным долгое время скрывали сам факт произошедшего. Сейчас парень проходит лечение в Москве. По словам семьи, теперь все пытаются свести к версиям «сам упал и замять дело». Но травмы говорят о другом. Когда правду прячут, а виновных покрывают, это уже не случайность, а преступление. Молчание выгодно тем, кто боится ответственности. Открытость – единственный шанс на справедливость для мусульманина, защиты угнетенную обязанность. Просим огласку, чтобы это дело не ушло под ковер. Стафируллах. Это пипец.
Кто-то пишет. Поэтому, хотя это далеко не единственная причина, ни в коем случае не отправляйте своих детей в российскую армию. Уважаемые башкортостанцы, даже в том числе на срочку. Удерживайте их любым способом. Видите же, что происходит. Дети у вас одни, и никто вам не компенсирует. Ну да, хоть адекватный кто-то написал. Поэтому я вам и говорю, такая дичь, вот это, то, что происходит, это просто, я не знаю, у меня уже слов не осталось. Это просто кошмар, блин. Это просто кошмар. Короче, тут люди что-то двигают. Не, тут же, ё-моё, человек аж от этого похудел. Он же похудел, 19-летний, он похудел от этого. Получается, жестко он. Это просто. Ну, получается, сзади и спереди, получается, давайте так скажу, не буду показывать, а то опять заблокируют что-нибудь мне. Заднюю, затылок, получается, и левую или правую сторону помяли, голову помяли, прикиньте, вот как вот представили буханку хлеба, и вы его мнете туда, мнете сюда, и так голову помяли человеку, 19-летнему дагестанцу. Кстати, я тоже в 19 лет в армию пошел. Издевательства были жесткие. Я же всегда об этом говорю. Издевательства были очень жесткие. Ну, бывало, что и по голове тоже могли что-то сделать. Но самое фиговое, что там было, я помню, издевательство, это когда 150 человек ложат на пол, получается, 150 человек, и никто ничего не может возразить. Вот самое быдлое вот это общество, которое я просто в шоке был от того, что я ну как сказать, ощутил на себе, что 150 человек ничего не может сделать. 150 человек, ну это же пипец просто, понимаете? Вот это меня убивало в этом обществе. А потом мне говорят, а что ты там выступаешь туда-сюда? Да вот поэтому, наверное, я выступаю. Я теперь понимаю, почему не только там на мобилизации умирают люди. Тут все, вся жизнь наша, блин, только выступать и выступать, блядь, против Москвы, понимаете? Потому что вся вот эта система, она, так сказать, задрочена к тому, что нас ужать, блядь. Начиная, грубо скажем, блядь, сейчас уже, да, в 21 веке, будем считать, мы уже СССРские люди, с детского сада. С детского сада начинается унижение. Потом со школы начинаешь ты петь, блядь, я русский, блядь. Потом дальше, блядь, училище. В училище начинается дедовщина такая же. Я в училище в Уфе тоже дедовщину увидел, я охренел, просто какие-то маньяки были в училище, которые долбились по комнатам всем с ножами. Потом после училища, блин, у меня чуть-чуть был университет, но только я учился в Кыргызстане, и в армии. И попадая в армию в 19 лет, все, это просто, ну, как вам сказать, как будто к немцам попал, короче. К немцам попал. Я просто был в шоке. Просто. И самое интересное, знаете, кого только не было, когда мы говорим манкурты, вот реально манкурты, Баха, что ли, Бахтияр его звали вроде бы. Бахтияр был из Октябрьска, из Башкортостана, но он был казахом. Он был казах. А с Ростова был, блин, черт, сержант, Лазарев. Как-то Лазарев, запомнил фамилию, Лазарев, какой-то черт был. Это узкожопый был вроде бы. Нацик конкретный был. Потом это я из сержантов. И другие все русские были.
непонятно, русские были. Потом и какие-то еще были башкиры, татары были, но у них не было такого идиотизма. Ну вот этих было пипец жесткость. Пипец жесткость. Допустим, одному дашь шапалак, допустим, а братку дашь, они толпу тебя мяли. 10 человек кирзачами. Все, ты мертвый там. Потом несколько дней восстанавливаешься. Помню, был у нас Гикрамин Айдар. Он был вообще обезбашенный татарин из Татарстана. Ему об голову миллион табуреток сломали. Все табуретки сломали. Ничего, пофиг ему. Он все терпел. А братку тоже не давал. Я удивлялся над людьми. Просто удивлялся. Я всегда такой был. Давайте долбанем, давайте, их же мало. Я говорю, давайте долбанем. Никто не слушал. Просто тупо жили в системе. Люди в системе. А мне это было после Узбекистана удивительно это. Я же человек с Узбекистана, и для меня это было удивительно, блин. Как бы бить людей, там, издеваться над людьми, это удивительно было для меня. Как бы потому что в Узбекистане это как-то вот, как-то не котировалось это для меня. А в России, оказывается, это котируется. И нормально котируется. Ну, конечно, понятно, система солдат Узбекистана то же самое говорят. И в Казахстане то же самое, та же система была, говорят. Ну, я-то не видел их систему. Но вот то, что я ощутил здесь, я охренел, блин. Вот как-то так. Поэтому нацизм я ощутил первый раз там. Вот могу так сказать. Ну и, конечно, нацизм ощущен был еще и в школе у меня, блин, в те времена, блин, от своих же татар. Татары были как русские, нацисты. Поэтому как бы здесь далеко как бы и скрывать не стоит, блин, и уходить не надо. Так, ну тут про этого дирижера Академического симфонического оркестра Башкирии, по всей видимости, заставили оправдываться. Ну, он написал: вообще скульптуры в Башкирии полная катастрофа. Это человек Артур Назиуллин, на котором полностью держится все, что еще осталось в этой республике. Абсолютно непонятно, как еще назвать от культуры, от большой, от настоящей. Здесь провинциальность страшнейшего уровня. Вот так написал. И его, короче, на кавер вызвали. Напомню, что в зале суда по избранию мер пресечения Артуру Назиуллину Крюков рассказал, что культура в Башкортостане при Раде Хабиреве оказалась в крайне угнетенном состоянии. От нее почти ничего не осталось, кроме мелких островков, таких как Госоркестр. Дичь, короче. Вот этот чувак, короче. Мои слова очевидны, я думаю, все это понимают, вырваны из контекста. 15 минут моя речь длилась. Я выступал в качестве свидетеля защиты Артура Назиуллина. Все знают руководителя оркестра нашего гениального, что с ним произошло. Примерно в течение 15 минут я говорю. Ну все, человек оправдывается. Дичь полная. Вот поэтому, туғандар, вот еще раз повторюсь, біздің хужа юк деген бит енді. Вот придерживаться нужно этого. Біздің үстімізде хужа юк. Только Аллах Таалам, само собой. Біз құл Аллах Таалямге, а біздің үстімізде хужа юк. Если вы это осознаете вот сейчас, то мы сможем побороть Москву. Но вы не можете оторваться от этого. Вот, рабское мышление ваше мешает вам. Вот. Мечеть хана Узбека, основанная в 1314 году ханом Золотой Орды узбеком, наиболее ранняя из сохранившихся мечетей в Украине. Вот. Понимаете? А в Украине сохранилась. Очень интересно. И этот из кирпича построено, красиво. А безда все яла.
Вот в Кыргызстане также существовали и мечети, и города, но все они были разрушены на основании русскими оккупантами. Например, город Уфа стоит на месте городища Башкорт, исторического центра Башкортостана. Заки Валиди в истории Башкир пишет, что русские захватили Уфимскую крепость в 1581 году. То есть не построили, а именно захватили. Что касается мечети, то русские их разрушали полностью, как, например, Азимову мечеть. И потом эти варвары нам говорят, что принесли нам цивилизацию, пришли, разрушили, ограбили и теперь заставляют благодарить их за это. Поэтому они таки боятся раскопок на месте городища Уфа-2, потому что тогда выходит неудобная для них историческая правда, в которой Россия представляется не цивилизатором, а безумной варварской нечистью, пришедшей на уже обоснованные и обставленные земли и разрушившие устоявшийся уклад. Пока русские ходили в лаптях, наши предки носили кожаные сапоги. Ну, помните, я вам всегда говорю, вот это Женя опять. Подумайте над этим. Вот sizga bir yüzar aytametinde biz когда узкожопым я предъявляю это вот узкожопым, вы придурки. Вы когда в лаптях ходили, у нас уже кожаные читиклерда юрилярия. Холок, понимаете? Кожаные читиклерда. Вот так вот.